3, 2, 1, старт! Здесь, у подножия Столовой горы, 34 бегуна начинают свое быстрое восхождение на обозначенный пик. Пятый по счету кубок по скайрайнингу в Ингушетии объявляется открытым, и спортсмены устремились вверх по склону. Сразу определяется тройка лидеров, среди них и спортсмен с мировым именем Виталий Чернов. Он выступает под номером 60. Серебряный призер чемпионата мира по этому виду спорта здесь явный фаворит. Скайранинг – это одна из разновидностей альпинизма, и здесь важно не просто покорить гору, нужно это сделать максимально быстро. Финиш вон на той горе, и мы там сейчас видим пару силуэтов. Это судьи ждут первых победителей. Спортсменам предстоит пробежать 3800 метров вверх. По пути они преодолеют спуски и подъемы, а несколько сотен метров горного серпантина выявят самого выносливого. Разница в высоте от точки старта и до финиша ровно 1 километр. Это одно из условий дисциплины – вертикальный километр. Тропа из легких, я скажу, потому что я сам хожу туда. В прошлом году, за несколько лет я посчитал, я 150 раз поднялся на вершину нашей горы. Там она земля, камень, как там? И земля есть, и камень есть, все есть, песок есть, сыпучесть есть, все есть. И крутизна есть. Как и предполагалось, первым на финиш пришел Виталий Чернов. Спортсмен опередил серебряного призера на 1,5 минуты. А разница между ним и последним составила около 40 минут. Вторым финишировал Андрей Добнин. Кандидат в мастера спорта по скайранингу в Ингушетию приехал из Самарской области и в первые же соревнования взял серебро. Результатом доволен, говорит, на первое место и не рассчитывал. Я начал достаточно спокойно, то есть, наверное, этот подъем бежал, начинал с 7-8, потом потихоньку стал вырабатываться и уже на выполаживание вышел 3-м. Отставание было где-то, наверное, секунд 30-40, я так засекал по отсечкам. А потом уже где-то на 700 метре набора, то есть, вплотную уже приблизился и, наверное, метров 800, когда набрали, вышел вперед. Результатом довольны? Да, более чем, потому что соревноваться с Виталием – это немножко другая лига для меня, но в целом, как прошла гонка, как все получилось, удовольствие, то есть прям, да, доволен. Буквально на 10 секунд от Добнина отстал Андрей Аллахвердов. До последнего поворота мужчина был вторым, но удержать преимущество до финиша не смог. Но спортсмен улучшил свой прошлогодний результат. Тогда он стал 4-м, сейчас же 3-м. Довольно-таки крутая трасса по набору высоты. И так, довольно-таки непростая физически. Так сегодня более-менее уверенно удалось. Скайраннинг – экстремальный вид спорта, и на пути к вершине спортсменов ждет множество препятствий с риском для жизни. Но здесь наравне с мужчинами совершают восхождение и девушки. Анастасия Рубцова, чтобы принять участие в соревнованиях, приехала из Владивостока. Даже 2 малолетних детей не смогли удержать спортсменку от участия в Кубке России. Альпинизмом занимаюсь с университета. Это как хобби, и часть жизни уже переросло в это. Здесь я впервые. В этапах кубков в скайрайнинге нет, уже не в первый раз. А успели с трассой ознакомиться там? Вчера мы с детьми, сколько смогли, посмотрели. А детей с собой возите или в этом году так получилось? Детей с собой всегда возите или в этом году? Обычно муж еще бывает, просто он сейчас работает, а детей не с кем оставить, поэтому. Кира, расскажи, будешь за маму болеть? Кира, за маму будешь болеть? Нет. Но это для девушки не проблема. Передав девочек дяде Коле, Анастасия побежала и пришла на финиш 3-й среди женщин. После спуска девушка спешит обнять детей и свой подарок передает дочери Кире, которая за нее, кстати, не болела. Но такова материнская любовь. Практически все топовые спортсмены, члены сборной России присутствуют и среди женщин, и среди мужчин. Мастера спорта. География. Практически вся Россия, начиная от Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Краснодарский край, Красноярский край, Иркутская область, Приморский край, Челябинская область, Республика Башкирия, Башкортостан.
Все комплекты медалей на сегодня разыграны, и соревнования по дисциплине вертикальный километр можно считать состоявшимися. Завтра атлетов ждет более серьезная проверка. Во второй день Кубка России пройдет забег, гонка. Там уже участникам предстоит пробежать 19 километров по горной местности. Муслим Ганиев, Хамзат Халухоев. Новости 24.